завод. Буду говорить, съезди завод, говоришь. Вот уже... Это Блин, как всегда, батарея заканчивается. Ах, бля. Это ладно. Все батареи разрежу. Это было после 90-х годов. Ну, уже 30 лет прошло, наверное. Случай такой. Участковый у нас был. Он приезжает, а он был хорошо знаком с моим братом старшим. Вот. И он приезжает участковый, значит, к брату, ну, чай попить. И тут я брату что-то по делам. Давай видео запишем. И этот участковый говорит, Нет, надо жене сказать, нифига она передала. зеленая, как сейчас помню, зеленая копейка. Он была главная. говорит, открой багажник, там, что надо возьми. Я открываю багажник. Вернее, не багажник, салон. Задние двери открываю, там лежат 2 трубы. Я тогда... Я охотился, но с оружием не связан был. И раз одну, вот здесь резьба, и вот от двери до двери вот эта труба. Вот сейчас я понимаю, что это было с английского пулемета ствол. С английского пулемета ствол, который выворачивался. Второй, значит, где-то с какого-то, с двухстволки, там вот коротыш такой. Я пришел, говорю, а что ты мне эти трубы на пасынке, что ли, огород огораживать на пасынке? Нет, ты открой багажник, посмотри. Я открываю багажник, там стоит Максим. Я вот клянусь вот хлебом, Максим, в наше время Максим, в идеале. Лента, все, только лента пустая, без патронов. Все в идеале. Вот так берешь, даже заливная, это для охлаждения воды, пробочка, все это. Вот эти Почки, да? щечки. Вот. Я говорю, это что ты где? Он говорит, и он рассказывает, говорит, да, говорит, были у меня вот в Путинцевом, говорит, у тебя изъяли там на чердаке в твоей деревне. У меня, бля. Да нет, говорит, такой с бабкой всегда, я приезжаю, они то салатик, то... Сынок, ну ты же это, а в то время это сейчас на Нивах ездят все участковые, машина под жопой. А тогда они пешком же. Вот. Я, говорит, иду, он говорит, сынок, уже, наверное, зайди, хоть чай попей, помидорчики вот с огорода, вот салатик, все это. Ну и я, говорит, всегда я к ним заходил, такие дед с бабкой добродушные. А потом в одно время дед умер, и бабка, приди в гости, говорит, у меня разговор к тебе. Ну, бабки, ну какой разговор, тут бандюганы кругом, Зубовка, Парыгина, бандитские деревни все. А тут что? И тут, и, говорит, Путинцева что-то и раз по краже там, кто-то у кого-то курицу своровал. Я иду, и бабка, сынок, зайди сюда. Ну-ка, зайди на чердак, и там дед завещал, сказал, участковый, вот придет, ему покажи. Ну что на чердаке раньше прятались? Самогонные аппараты только. Борьба с самогоноварением. Очередной аппарат самогонный. Наверх поднимают, говорит, когда я смотрю, а там, говорит, в смазке все покрашено, все. Просто патроны заряжай, и вот он рабочий. Дед его идет. Максим! Это, не совру, где-то 96-й, 97-й год. И он его и раз, я говорю, и что будешь делать? Он говорит, патроны есть, я говорю, сейчас там 7,54, 7,62 на 54, вот эти патроны. Винтовочные, да? Да. И он говорит, все, там здесь отбоя не будет, вот, ленты. Я говорю, ну оставь мне, я говорю, ага, курей будешь стрелять, и что ли? Посмеялись, все. Я говорю, ну и куда? Он говорит, ну, наверное, это решат в музей куда-то. Но я для чего? 96-й, 97-й где-то год, и Максим в идеале. Историю не рассказал бабка? Вот. Откуда появилась?
Дед, здесь у он нас, говорит, дед не знаете, говорил, он говорит, что-то Давай я лазил, щас там расскажу. мазал, что-то мазал, смазал. Всегда зеленую краску, говорит, просил. Хаки, краска зеленая. Вот. Ухаживал за ним. Я Я чё примерно хочу знаю, откуда это На придет. сегодняшний Я день, могу на рассказать. сегодня, вот в этих лесах много трехлинеек, Просто они висят на... Сегодня мы ехали, когда по Есть Копи, так. вот до Путинцева. Там есть у нас бандитский лог, динамитный лог, лага. Почему бандитский лог? Короче, в те революционные годы Колчак, его войска отступали. Они уходили через эти лага и уходили в Россию. А красноармейцы их догоняли, и здесь они бились. Вот у нас здесь есть памятник Малея, вот здесь Шумовский. Малея там они зарубили. Почему Малеевск называется? Потому что был такой красноармеец Малей. Фамилия у него Малей. Они его вот здесь зарубили, вот прямо вот рядом, вот здесь Шумовский, да. У нас памятник там до сих пор в лесу стоит, но он уже старый, конечно. В наши годы, когда мы были пионерами, октябрятами, нас туда возили на За ним экскурсии. ухаживали. И говорили, вот здесь красноармеец догонял колчаковские бандформирования, и здесь их они рубились, а колчаковские войска отходили, они вот здесь вот так в Россию пытались уйти. А там бандитский лог у нас здесь, они через него спускались, следом их догоняли Малей, Никольников такой есть, вот, памятник Путинцева есть. И они их догоняли и бились. Здесь, короче, были, по идее, в гражданскую с белогвардейцами войну, вот с тех пор осело много оружия. Вот этих трехлинеек, Максим, вот эти вот. И вот оттуда я, скорее всего, думаю, что этот дед, наверное, он там участвовал, блядь. Бился с ними или не знаю, или там нашел, блядь. Да, скорее всего, от отца досталось. Что это такое, наверное? От отца осталось. Много Здесь здесь. были боевые действия. Вот революция. сколько лет и Вот эти изымают, банды догоняли, и изымают банды били они там. нелегальное оружие, а его здесь на каждой сосне висят. Зачем его вести Хоть бы записался, елки. в лес зашел, взял карабин, атакуется, Знаете, вот опять вот здесь повесил. Вот здесь у нас уже все, Россия, да, вот. Ну, сколько здесь километров? А я показывал, Где-то да. сколько будет? Километров 20-30, да, или сколько? Да, около километров 25. 25. Я, короче, в 25 детстве, километров да, отсюда. в детстве мне было лет... Дороги 14. есть, да? С Нет, России? Да, есть Ну, дорога. она Ну, заросшую сейчас тропу. уже заросло все, нет. В детстве мне Я 14 есть лет этот. было. Я сейчас расскажу, подожди, про вот эту херню. Я вот что расскажу про этих людей, которые там живут. Ну, сейчас я не знаю, они там есть или нет, там вот с такими бородами люди Староверы, да? Староверы, да, они скот там держали вообще, ну это россияне. Но они не подчинялись никому, никакому богу, ну это имеется в виду никакому государству, они сами по себе. И мне 14 лет, я с другом решаю за орехом туда ехать, за Кедровым. Туда, через Тегерек, через Бурлягина пасеку, туда дальше мы ушли. Да. Я беру у отца лошадь, у меня отец конюхом был. Я Через говорю, Логовуху. батя, мне дай лошадь, через Логовуху, да. Силогову. Дай мне лошадь, говорю. Он говорит, выбирай любую. Я говорю, мы в бричку запряжем ее, вот эту двухколку. Мы хотим за орехом туда подняться, в Логовуху, ну туда. Он дает мне лошадь, совраску тогда дает, мы ее запрягаем, и 3 кента, мы 14 лет, у нас один ствол 32-й, я ее дядьки взял, незаконно, нелегально, просто с собой взял, и мы пошли. Лошадь, мы убили сразу, она, себе сожгла этим хомутом, потому что мы запрягали неправильно. Она стерла ей хомуты, и мы на ней ехать не могли. Мы ее вот так под узду везли, просто ну, там вся наша трихомудия лежала. Палатка старая советская, там и хлеб, там всякое это. Первый сразу, вот здесь Красноярский Брод есть. Мы за один день до него дошли сразу на этой лошади. Мы к вечеру пришли, лагерь разбили, ну свой маленький, лошадь, брички привязали, она нас первую ночь, блядь, 15 булок хлеба съела, ну, еще дождь пошел, она не то что съела, она мешок вытащила, растоптала, короче, мы без хлеба первый день остались. А мы на 2 недели туда пошли, мы набрали хлеба сразу. А что вы не отпустили, чтобы он это... Ну мы его за ногу привязали на аркан и к телеге, а он там не пасся, он подошел к телеге и вытащил хлеб и весь его рассол. Ладно, мы перебрели эту Красноярку и ушли вверх туда. Подошли уже, ну долго шли, мы там, короче, это было путешествие, капец, по тайге шли. И подошли к этой горе уже, где вот все уже, вот там хребет, Кедрач, а там Россия. И мы решили здесь заночевать, и такие ночью возле костра сидим. Втроем, 3 пацана, вообще он там в глуши. Как вот пацанов. И огонь горит, у нас костер, темно же вокруг, когда огонь горит. Слышим топот. Ну на лошадях кто-то едет, блядь. Еще не одна лошадь, а прям всадники к нам прям приближаются. Ну что за еще вокруг темно, костер горит, нам не видать.
И такие в свет костра 7 всадников заезжает, 7 мужиков. Вот такие бороды. У всех мосинки висят на плечах, вот эти короткие кавалерийские. Такие заезжают к нам, к костру такие. Ножи, тут. Кто такие? Нам такие. Мы говорим, да мы это, за этим, за орехом, ну, не поймем, что за мужики, блядь. Блядь, наверное, за лошадьми приехали, за нашими, нахуй. За какими лошадьми? Угнать хотите скот? Наезжать давай, короче, на нас сразу. Мы троем сидим, там, Надо блядь, пожить, такие я. басмачи. Чай Ну, верну. ладно, мы им объяснили, что за орехом, то все. Один говорит, да хер вы здесь подниметесь, нахуй, мы свои вот это клячи. А у нас лошадь, мне сожжем, мы ее солидолом мазали, вот эти раны, Да, прям многие у нее витока. сожгли мы плечи, потому что хомут неправильно Лулу. где-то Не запрягали. дотянули, да? Натерла ее, да, мы не дотягивали, ее Кому не натерла. тот размер. Она И бедная, сразу- бедолага, эта лошадь у нас, короче, еле-еле, блядь, живая. Он говорит, да вы на этой кляче куда пойдете? Здесь, кстати, медведь. Он сейчас вас пуганет так, вас лошадь съебет, нахуй, и вы с этой телегой останетесь здесь втроем. А там 70 километров до поселка, ну, где-то примерно, да, я так. И, ну ладно, они поняли, что мы не конокрады, что мы действительно пришли за орех, говорит, вы ебаные, говорит, нахуй. А что из оружия у вас есть? А у нас к стволу это кедрачи, привет, 32-й, блядь. Косствольный 32 калибр, да, там 2 патрона картечи, остальное там несколько дробовых. Ну, мы думали, эти крахалей будем стрелять. Крахаль это местная наша речная утка. Вонючая, блядь, она такое мясо у нее вонючее. Ну, мы думали, хоть их будем стрелять, там, кушать. Вы, говорит, не подниметесь. Ну ладно, они с нами даже посидели, потом чай попили, вот такие бороды, блядь, все. Ну смотрите, блядь, не дай бог узнаем, что, блядь, вы здесь у нас лошадей хотите. Ну. Вы знаете, что было несколько лет назад? А мы-то знаем. Ты знаешь эту историю, да? Когда у них наши зыряновские конокрады угнали лошадей, они их где-то вот здесь догнали, назад туда вернули 4, уши отрезали и повесили на кедрах. Это было вот в советское время, они 4 трупа, он там висело на хребтине, на российской. Вот, говорит, так же и вам. Русские, казахи? Алтайцы. Украли кто? Алтайцы. Не, украли наши зыряновские конокрады, у них лошадей Не, угнали, по косяк. национальности кто такие? А? Национальности кто вот эти Алтайцы. конокрады? Они алтайцы, да, у них Тут же свои горный законы, Алтай да. вот за хребтом. Они, 4 они поймали, уши отрезали 3 и повесили их прям. А одному просто ухо отрезали, и сказали, иди и скажи, Передай, нам, да. кто еще раз придет, скажет, нам похеру, ваши прокуроры, там, судьи, там. И вот такая, и им нам говорят, то же сами с вами сделаем. Нахуй. Он говорит, да нахер нам надо ваши лошади, мы за кедром, реально мы шишек хотели нарвать, у нас заказ был. Нам заказали, блядь, шишки, Да? чтобы мы нарвали, мы думали 15 мешков надолбим, продать надо было. Да. Что там, мы щеглы, пацаны, 14 лет, вот эти все реки мы перебрели на лошади, на кляче на этой, чтобы 15 мешков набрать. Ну ладно, утром, короче, просыпаемся, в город, крутяк, там капец, дороги нету, она заросшая вся там, когда-то скот гоняли, там гурты гоняли лошадей, эти, на Джайляу, это советское время тоже там были эти. Мы начали под него, телегу толкаем прям реально сзади, лошадь еле идет, и, бля, она вот так встала, уши вот так у нее, нахуй, медведь там, нахуй. Как она вот так развернула, оглоблю одну ломает сразу, нахуй. И, бля, как может, короче, вниз как она, блядь, мы телегу держим. Она как вниз полетела и вот до самого низу эту телегу разбила там, колеса в одну сторону. Эти, блядь, все наши щемчуры, мешки в другую сторону, блядь. Мы в ахуе, у нас лошадь пропала, блядь, транспорт, она убежала, нахуй. Это, медведь ее там шуганул, капец. Нахуй. У нас один 32-й с дробью, блядь, тут медведь, там лошадь убежала. До деревни 70 км. Какой нахер орех, блядь? Мы пешком назад, блядь. А это уже прошло не 2 недели, а прошло уже дней 20, как мы там были. У нас ни жрать, ничего нету, нахуй. Мы до Бурляги дошли, до пасеки. А у него каторжанин там один живет в бегах. Ну, каторжанин один видать в бегах, он работал у Бурляги там. Толя его зовут. Весь вот так в татуировках. Он один там. А мы, блядь, как оборванцы туда к нему пришли. Он такой, вы чё, кто такие нахуй? А мы такие, блядь, дай пожрать, а пиздец, лошадь нашу не видел. Да, блядь, какая-то кляча, он там пасется, говорит, нахуй, вся убитая, говорит, умрет скоро, говорит. Бля, мы, короче, у него 3 дня на пасеке восстановились, пожили. Он зэк беглый, короче, там работает в Бурляге, на этой пасеке живем. А наши родители уже, мы втроем же 3 кента, что на 14 лет, блин, нас потеряли. Нихера мы на 2 недели, я бате сказал, за 2 недели мы обернемся. Все, на 15 дней мы будем в деревне. Все, говорит, давай, лошадь мне все дал. Блять, нас 20 дней нет уже, они снаряжают экспедицию там.
берут КРАЗа с этого, с леспромхозного гаража. Втроем туда садятся и едут нас искать, короче. Ну, нихера пропали мы, блядь, 20 дней нет уже. А мы у бурляги на пасеке с ним щеглы, нахуй, он нас брагой поет, там, блядь, мы хуяли, восстанавливаемся. Лошадь, блядь, где-то потерялась. Он нам все говорит, сейчас, пацаны, скоро пойдем, вашу лошадь найдем. Мы ждем, когда он нам пойдет помогать искать. Он там всю тайгу знает. И вот на пасеке, когда я у него жил, тогда я помню времена, это был где-то 94-93 год, очень много было рябчика. Это капец. Сейчас же нету? Есть. Ну, мало. Есть. Есть, да? Есть. И просто, говорит, Да, я, это разве рябчик? вот я була. Сейчас знаешь, вальшнепов, вот второй год вальшнепов много. не, подожди, вальшнепа. была, я тебе расскажу вот эту тему. Мы у него на пасеке живем, и, ну, жрать же что-то надо. У него сумо там еды нету. Он берет с консервной банки, вырезает такой манок, свисток делает. Там двумя пальчиками зажимаешь и вот так. Вот такой свист делаешь. Прямо вот на пасеке сидишь на крыльце с ружьем. А вот тут вот так у тебя пихтач, тут все растет. И ты вот так летят и на ветках вот так садятся перед тобой. Рябчики. Да, фига их. Да. Опять улетят, опять. Тогда рябчика было вообще вот так немерено. А потом его соболь выдавил, по идее. Рябчика же не стало из-за соболя. Его соболь сожрал весь здесь. И зайца сожрал, и, блядь, и все, блядь. Короче, соболь этот, блядь, все натворил сделать. И вот с тех вот детских местных времен вот соболя, этих, запустили американского какого-то черного. ну, бургузинский же этот, блядь, это с черной хребтиной. Бургузинский, Там России пришли. давит все. Они в деревню уже пришли, блядь, в деревне давят, блядь. И сейчас давит? Да. Сейчас давят, сейчас вообще зайца нету здесь. Сейчас соболя никто не берет. Никто, промысловиков нету. Раньше промысловики были, у них путики По были, первому избушки. снегу здесь по деревне. Сейчас они соболь только- херачит, блядь, деревню, он курей топчет, давит там их, блядь. Норка даже Ну, да. херачит. И вот где вот мы в Малеевске были, у меня у родителей норка, блядь, пришла, задавила, блядь. У соседей задавила. Потом, блядь, соседи уже давайте капканы ставить. Они заебали, всех курей уже съели. Ну. Прям в деревню приходит уже, давит нахуй. Потом, да расскажи вот эту свою что. Ну, вот мы на этой пасеке, короче, питаемся рябчиками, все, и надеемся, что этот наш, блядь, мужик, блядь, этот, блядь, он тоже алкаш, блядь, ну, еще в бегах он, блядь, там живет на пасеке, ну, работает, мед добывает. Патроны он дает, да? Потому что у вас же патронов мало же или нет? Не, у него там были, он заряженный был, он даже свое ружье вытащил, там вертикалка старая какая-то. Ну, мы этих рябчиков стреляли, вот, я помню, этот свисток мы самодельно делали, посвистишь, они летят. Еще такие крупные были такие рябчики, сядут и перед тобой сидят, вот 20 метров. Стрельнешь. Месяц какой? Вес? Месяц, месяц. сезон. Жирный, нет? Ну, когда кедр у нас, к осени. Ближе к осени, да? Сентябрь, Да, август. сентябрь где-то, да, наверное, мы так были. Ну. И вот мы там, короче, он потом все-таки отрезвел, говорит, пошлите вашу лошадь найдем. Идем, короче, блядь, долину вот эту. Там еще вот перед этой пасекой была деревня. Как она называлась? Она сгорела. Вот даже после пасеки она. Эта деревня, она сгорела. Старая деревня была, староверы там жили, она сгорела. Осталась одна баня старая и туалет, старый туалет. Логовушка. Это логовушка, и была. Логовушка есть. Мы в этой бане решили заночевать втроем, короче. А там печка. Затопили печку. Лошадь поймали, домой возвращаетесь, да? Нет, еще не поймали, мы идем эту лошадь искать. Затопили печку. Только затопили, как она вспыхнула, эта баня, эта деревня и так-то сгорела, блядь. Баня загорела. Бля, мы с этого ручья ведрами в трусах бегаем, ее тушим. Ну, короче, тоже такой нюанс был. Сожгли баню последнюю, блин. А этот где каторжанин? Каторжанин опять набухался, не можем его поем, пьет и пьет, задал Брашков, да? брашку свою вот эту, медовуху. Вот эту. Медовуху. Он медовуху херачил, блядь. Он ее как напьется, он идти не может, у него ноги отказывают, нахуй, лежит, блядь. Медовуха Она так по и- ногам бьет, да. Он не идет, мы его тащим по лесу. Покажи, он идет вот там. Мы его тащим туда, притащим. Где? Там везде медвежье говно лежит, следы. У нас патронов нету нахуй, на медведя нахуй. Он нас по медвежьим тропам таскает. Еще такая тропа, идем, широкая такая тропа. Я говорю, что здесь, люди что ли? Да нет, это медвежья тропа. Там вот так вот кусты вот такие, ничего не дать, смотрим, говно медвежье свежее. Ты куда? Он пьяный, вот таскаем по лесу. И он реально, он нас вытащил, на такую холм гору выходим.
внизу лошадь наша пасется. Сходит он уже неделю отдыхает от тележки. Хорошо, мы его медведь не взял. потихоньку поймали его, этого коня. Бричку это потом мы бросили там вот это, и, блядь, сколотили, как смогли, сделали. Едем, хромые все подбитые, и навстречу крас едет. Они нас ищут, оказывается. Капец было приключение. Ни одного ореха мы не привезли. Лошадь убили. Вы не видели этот орех, да? Не, интересно, Мы не да? дошли. А, эти нам бородатые говорят, бля, если вы подниметесь, всего 7 километров, вот там, все, кидрач, там ореха много, наберете. Ну вы, говорит, не пройдете, медведь. Ваша кляча, говорит, умрет нахуй от страха. Так им случилось, кляча убежала. Блять, они сейчас их нету, наверное, да? Не, на алтайской стороне есть. Не, ну может там еще живут глухие деревня. Ну, я вот недавно только смотрел документальный фильм 24 или 23 года. Есть они? И здесь есть. Не, мне интересно, как могли родители вас отпустить? 14-летним пацанов. 14 лет мы когда было, но мы сами себе были предоставлены. Они уже Некогда было работали нами в это заниматься. время, Я самостоятельно рос с 14 лет. У меня поэтому в 17 лет я уже отцом стал, у меня дочка родилась. Сейчас у меня уже 2 внука. Поэтому, потому что сам себе и мы бизнесом как могли занимались. Мы картошку скупали. Как предприимчивость уже была, да? Капец, это было кино. А сейчас школьникам нельзя даже цветочки посадить. Это насилие над ребенком. Какой дебил я придумал эти законы. Я не знаю. Таке, давайте я вам расскажу одну историю очень интересную. Это тоже была... Здесь где-то в этих краях была пасека у мужика. Он был пасечник, пчеловод. Записываете, да? Да вроде бы вот это интересная история, я вам непонятно. сейчас расскажу. Она немножко с юмором, но может даже ее уже приукрасили за столько лет, но я ее помню с детства. Мне рассказывали еще взрослые люди, которые ее слышали еще. Может, накатим перед твоим рассказом? Давай, я вам сейчас расскажу. Быстро уж рассказывать. Да.